Здравствуйте, Хастагул Амта в прямом эфире, и мы будем говорить о проблемах насущных в нашем обществе в наше время. Сегодня у нас в гостях министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба. Здравствуйте, Адгур. Да, знаете, Адгур, вот с самого начала я бы хотел сказать о следующем. Сложилась такая ситуация, когда, знаете, критика, отрицательная информация, чего бы то ни было, вот она воспринимается как нечто соответствующее реальности, а вот положительная информация как подыгрывание власти. Знаете, поэтому мне кажется, что сложился такой дисбаланс несколько в обществе и как-то несколько смущенно относится к тому, чтобы говорить о тех положительных достижениях, которые есть. Начать я бы все-таки хотел, чтобы мы поговорили с вами объективно о позитивном. Вот о вашем ведомстве, конечно, в первую очередь, ведь экономика, собственно говоря, это фундамент нашего благосостояния. И тут вот самая главная тема, это тема нашей экономической самодостаточности. Спасибо, Валерий. Начну с первого вопроса касательно средств массовой информации и того негативного фона, который присутствует. Я думаю, что в этом плане есть объективные и субъективные обстоятельства. Здесь несколько факторов превалирует. Вообще общемировой тренд сегодня, если посмотреть СМИ в целом, превалирует негативная информация. Некоторые представители средств массовой информации, они эксплуатируют этот тренд в том плане, что негативная информация, она воспринимается получателями, конечными получателями информации более легко. То есть сегодня вообще общий мировой тренд именно такой. Второй фактор, это надо признавать, что в Абхазии пока еще, к сожалению, достаточно низкий уровень жизни. Он примерно в 4 с лишним раза ниже, чем в соседней России. И поэтому это, в кавычках, хорошая почва для возникновения определенного рода настроения отрицательного характера. Этим тоже, к сожалению, некоторые представители средств массовой информации, если можно их так назвать, они злоупотребляют. То есть для того, чтобы продвинуть свою информационную площадку, они, как правило, используют такие негативные, значит, заголовки, негативную информацию. Если посмотреть внимательно, то, как правило, иногда за негативными заголовками громкими не стоит никакой точной информации. Но если говорить о позитиве, конечно, она всегда смотрится более сухой, она более такая сухая, детальная. Но если говорить о прозрачности, на сегодняшний день, как мне кажется, если взять ретроспективу, у нас беспрецедентная прозрачность всей деятельности. Если говорить непосредственно о нашем ведомстве, вы знаете, что у нас действует с недавнего времени сайт информационный, электронный сайт. На этом сайте абсолютно вся информация открыта о деятельности нашего ведомства, о всех направлениях, о всех шагах, о планах, о результатах. В этом плане, конечно, нам есть о чем говорить сегодня. Я имею в виду то, к чему надо стремиться. Но если сравнивать, значит, с тем, что было, конечно, есть определенные серьезные продвижения. Вот мне все-таки хочется, чтобы вы рассказали о том, как мы продвигаемся к тому, чтобы быть самодостаточным государством. Идем мы к этому, и какие шаги предприняты и будут в дальнейшем предприняты. В этом направлении определенные шаги уже предприняты и предпринимаются. Это предприятия, это новые рабочие места. В этом контексте уже на сегодняшний день, если говорить о тех направлениях, которые в активной фазе находятся, в первую очередь надо говорить о программе кредитования среднего крупного бизнеса в 1,2 миллиарда рублей. В совокупности с теми средствами, которые соинвестируют потенциальные заемщики, эта сумма достигает до 1,5 миллиарда рублей. То есть это те деньги, которые практически сейчас находятся в работе. Это более 350 рабочих новых мест появится в Абхазии. Некоторые предприятия уже запущены, как вы знаете, что в Очимчирском районе действует одно предприятие, не так далеко от него действует, вернее, сейчас в активной фазе строительства находится тепличный комплекс на 4,5 гектара земли. В Гулрипском районе приступили к строительству предприятия по переработке мяса. Здесь, в городе Сухум,
2 больших крупных гостиничных комплекса, плюс производство кондитерских изделий. В городе Гагра, значит, речь идет о строительстве еще одного туристического комплекса. Уже на стадии, значит, уже вышли на уровень цоколя здания, как бы. Еще одно производство полуфабрикатов. Речь идет о производстве керамзита и так далее, и так далее. То есть в этом плане совместно с администрацией президента Российской Федерации эта программа очень успешно реализуется. Хочу вам сказать, что это направление впервые в истории нашей, новейшей истории Абхазии, такого рода объем средств направляется в реальный сектор экономики. До этого не было таких возможностей, к сожалению. Сейчас вот такие возможности появились, и мы их используем. Следующее немаловажное направление, которое я бы хотел отметить, это все-таки деятельность в отношении государственных предприятий, РУПов так называемых. Вот если говорить о нашем ведомстве, то это 25 подведомственных предприятий, которые вот я как возглавил министерство, как бы получил в управлении. Мы провели соответствующие контрольные мероприятия. Контрольная палата Республики Абхазия, мы здесь в вашей студии об этом тоже говорили, провела соответствующие мероприятия. На основании этих мероприятий сделаны были выводы. Мы практически 90% всех нарушений, которые были выявлены, мы их ликвидировали. Для примера хочу вам сказать, что часть предприятий мы еще в марте передали Государственному комитету по имуществу. 9 предприятий из-за того, что там практически не существует уже предприятий, это просто территории, даже зданий не существует. По многим предприятиям есть реорганизация. Если говорить о том, что эти государственные предприятия дают нам бюджет, то на момент, на 2014 год, там не то, что речь о бюджете, они бухгалтерские балансы не сдавали. Сейчас, еще в прошлом году, мы до 1 миллиона перечислили из прибыли. В текущем году уже до 11 миллионов планируем. Молочный завод тоже, вот мы занимаемся реорганизацией, он практически уже запущен, уже продукция появится вот на рынке. Что касается таких компаний, как Абхазтоп, это перманентная убыточность была у этого предприятия. Мы его получили с долговыми обязательствами больше 80 миллионов. Выплатили все деньги, сейчас выходим на прибыль более 40 миллионов, то есть речь идет уже о полной реконструкции этого предприятия. То, что вы сейчас перечислили, это говорит о том, что в принципе построена какая-то программа. А с другой стороны, вот мы говорили о критике, с другой стороны, знаете, существует такое мнение, что вот власть в целом, так сказать, я цитирую, естественно, так и не смогла представить обществу внятную, а главное, реалистическую программу социально-экономической политики государства. Ну, как вы это прокомментируете? Ну, на самом деле это не совсем верно. Я просто для наших телезрителей хочу пояснить, не все могут знать. Есть научный подход к государственному прогнозированию, программированию, как хотите назовите. Есть 3 уровня. Значит, это концепция, потом идет стратегия, а потом идет государственная программа. Я хочу вам напомнить, что концепция социально-экономического развития Республики Абхазия была принята еще 23 декабря 2005 года. То есть после концепции должна была быть разработана стратегия. Как вы знаете, стратегия была разработана и принята только уже в марте 2016 года, то есть 11 лет спустя, вот этот временной лаг. На разработку стратегии было потрачено очень много усилий, более 1 года работала команда. Далее, сейчас речь идет о разработке государственной программы, комплексной программы. Дополнительно усилиями, значит, Совета по реформам и экономическому развитию при президенте и поддержке московской абхазской диаспоры разработана программа «25 шагов развития Республики Абхазия». Это основополагающие такие программные документы, которые позволят нам в будущем построить такое поступательное и
последовательное развитие нашей экономики. Поэтому, Скажите, пожалуйста, про программу 25 шагов. А что собой пошагово, собственно говоря, представляет эта программа? ну, мы разбили решение этих задач на 5 блоков. Первый блок — это интернационализация, то есть привлечение иностранных инвестиций. Здесь необходимо создать условия для максимально комфортного привлечения иностранных инвестиций, в том числе и внутренних инвестиционных. Если говорить о иностранных инвестициях, в первую очередь речь идет о нашей диаспоре за рубежом, как и в Российской Федерации, так и в других странах. Потенциал нашей диаспоры инвестиционной оценивается, если говорить о всем круге влияния нашей диаспоры, то это до 2 миллиардов долларов. В этом направлении уже предприняты шаги. Создано инвестиционное агентство при Министерстве экономики, оно уже работает 2-й год, проводятся определенные работы. В первую очередь проведена была оценка делового климата в нашей стране и так далее, и так далее. Второй блок вопросов — это развитие предпринимательства в нашей стране, в первую очередь малого предпринимательства. Огромное значение для развития нашей страны, как социального, так и экономического, имеет это развитие малого предпринимательства. Потому что здесь необходимо создать такие институты и возможности для того, чтобы все экономически активные люди, и которые имеют соответствующие желания и компетенции, могли максимально ее реализовать, эту свою компетенцию в Абхазии. В этих 25 шагах, вот в части предпринимательства, предусматривается создание соответствующего гарантийного фонда. О чем идет речь? Наши предприниматели зачастую, особенно в тех районах, которые принято называть депрессивными, предприниматели, имея хорошую бизнес-идею, они не всегда имеют возможности обеспечить эту идею залогом для того, чтобы получить соответствующий кредит. Здесь государство должно выступать таким активным игроком. А второй инструмент — это фонд лизинга. Вы знаете, что у нас была такая попытка еще в 2012, если я не ошибаюсь, году. Абхазлизинг такая была компания. Это был не очень удачный опыт, закончилось это не очень хорошо. Но сама идея правильная, ее надо реанимировать, и для того, чтобы у предпринимателей, в том числе и на селе, был доступ к технике, к оборудованию, необходимо создать. Это вот один из таких инструментов, которые мы планируем в рамках этих 25 шагов в части развития предпринимательства. Речь идет о создании бизнес-инкубатора, речь идет о создании системы повышения квалификации. Очень важно, чтобы те, кто вступает на дорогу предпринимательства, они обладали соответствующими знаниями. Это очень важно. Значит, третий блок — это, конечно, административные барьеры. Здесь нам необходимо решить вопрос с упрощением ведения предпринимательской деятельности. Здесь речь идет и о регистрации предпринимателей, и о отчетности. И в первую очередь надо работу провести серьезную в части доступа предпринимателей к разрешению на выделение земельных участков, строительства. Вот эти процедуры на сегодняшний день, к сожалению, на мой взгляд, усложнены. И вот те проблемы, которые возникают в части незаконного строительства, мне кажется, отчасти обусловлены тем, что у людей просто нет понятных, простых механизмов получения разрешения. А четвертый блок — это налоги. Понятная, адекватная система налогового администрирования, понятная система вообще налогов в целом, налоговый механизм. Необходимо будет в течение ближайших лет, а я об этом уже более детально могу рассказать, о налоговой реформе, приступить к созданию налогового кодекса, приступить к системе мотивации сотрудников, повышения квалификации, реформе бухгалтерского учета, первичного учета. Все это как раз там вот блок, тот, который связан с налогами, отмена неэффективных налогов. Но опять же, здесь нельзя подходить резко. Необходимо очень тщательно изучить международный опыт, в том числе и стран СНГ, очень тщательно понять специфику. И очень важно обратить внимание на то, что написать можно, конечно, опираясь на международный опыт, потрясающие законы, но необходимо еще делать упор на тех, кто будет реализовывать эти правила и законы.
И пятый блок, он пятый, но он один из основных, это государственное управление. Необходимо увеличить эффективность государственного управления по всем направлениям. Необходимо унифицировать подходы ко всем аспектам жизнедеятельности государства. Необходимо переходить, и в 25 шагах мы об этом говорим, как в ближайшей перспективе. Да, это перспектива 19-20 годов. В первую очередь необходимо переводить систему государственного управления по расстановке конкретных KPI, ключевых показателей эффективности, должны быть целевые индикаторы. То есть конкретный план действий для каждого ведомства в отдельности, для секторов экономики в отдельности. Ну, в целом вот 5 блоков, которые мы выделили и которые в кратчайшей перспективе необходимо будет по ним активно включиться. Вы знаете, как раз о перспективе хотелось бы сказать. Ну, во-первых, я должен сказать, что и оппозиционные силы, и в обществе тоже существует некоторые сомнения в том, что те программы, которые вы предлагаете, они могут принести какое-то благосостояние в ближайшем будущем нашему обществу. В том числе вот на съезде Амсахара тоже прозвучала критика, и один из лидеров движения оппозиционного, он весьма критично отозвался о вашей программе 25 шагов. Но говорить о том, что действия правительства, руководства, они каким-то образом повлекли за собой, это неправда. Это несправедливая оценка. Мне так кажется, что люди, которые это говорят, они просто не до конца разобрались в текущей ситуации или просто хотят, опять же, помните, в самом начале мы об этом говорили, воспользоваться той, в кавычках, благоприятной средой, когда уровень жизни в целом плохой, и вот много недовольных всегда в этих условиях, и воспользоваться вот этими условиями для достижения каких-то политических краткосрочных целей. Я считаю, что это вообще, мягко скажем, непродуманная позиция, потому что на этой платформе далеко не уедешь. Но тогда вот можем ли мы говорить как-то вот аргументированно о том, что улучшается уровень жизни, или опять у нас это как бы вот в нашем светлом будущем? Нет, вы знаете, уровень жизни, безусловно, он качественно меняется, но нельзя говорить о том, что да, уровень жизни резко возрос. Все очень, с одной стороны, и просто, и тяжело. Простота заключается в том, что мы все с вами, и оппозиция, и те, кто временно находится во власти, должны понимать, и общество должно понимать, что уровень жизни не может быть высоким в условиях отсутствия политической стабильности, в условиях отсутствия поступательной и последовательной работы, в условиях отсутствия неких долгосрочных планов. И для того, чтобы мы с вами, общество, абхазский народ, достигли высокого уровня, мы сейчас в этой программе 25 шагов такой ставим цель для себя к 2025 году выйти на уровень жизни Российской Федерации, среднерегионального уровня Российской Федерации. Это не самый высокий уровень жизни в мире, но хотя бы до этой планки дойти, и мы по всем расчетам видим, что мы можем до этого дойти. Но для этого нужно, опять же говорю, поступательно и последовательно двигаться. Ну вот вы говорили об программе, о том, что намереваетесь сделать. А вот вы говорили также еще и о том, что сделано, но в принципе наш уровень жизни, он все еще находится не на том желаемом уровне, который необходим. С другой стороны, я, знаете, о чем хотел бы вас спросить. В нашем государстве, как и во многих государствах, существуют такие проблемы, как коррупция. Вот сейчас у нас в стране какой-то такой, знаете, взрыв преступности. Появились какие-то, по своей информации, я говорю, преступные сообщества. Идеология криминала, мне кажется, тоже превалирует. Вот в таких условиях трудно вообще-то, мне кажется, проводить экономические реформы.
И мне кажется, что в таких условиях усилия становятся тщетными. Вот вопрос такой, а в чем вы видите поддержку общества? Вот я хотел бы обратить внимание, идеология криминала, почему она превалирует. Вот формальные институты управления государством — это власть, ветви власти. Есть неформальные институты. То есть неформальные институты, они в каждых странах разные. Вот неформальные институты, в отличие от формальных, они более стабильны, они более сплоченны, они более целеустремленны и последовательны. Что касается формальных институтов, государственной власти и так далее, у нас никак не закончится борьба оппозиции и власти. У нас... это вообще нигде не заканчивается. Вы знаете, я хочу вам сказать, что вот, я был в прошлом году на форуме питерском экономическом, там итальянский премьер-министр, уже прошлый, Маттео Ренци, он такую фразу проронил, что в Италии есть поговорка, что жизнедеятельность, жизненный срок правительства короче, чем жизнь кота на автостраде. То есть они за 70 лет поменяли 63 правительства. Но проблема в том, что у них уровень жизни в 16,5 раз лучше, чем в Абхазии. И они себе это могут позволить. В нашем случае, еще раз говорю, нам надо определиться, нам нужно заниматься политикой во всех формах проявления, да, или заниматься строительством государства. Вот тут надо обществу в целом определиться. То есть нам площадную демократию развивать, греческую демократию развивать, или заниматься уже наведением порядка. Еще раз говорю, одна исполнительная власть и законодательная, и судебная, все вместе взятые, не смогут самостоятельно справиться с теми проблемами, которые есть, в том числе и в экономике, опираясь только на свои ресурсы. Надо признавать, что в силу определенных обстоятельств, в том числе и политических, власть в Абхазии, к сожалению, не такая сильная для того, чтобы вот так мигом взять и решить эти проблемы. Но вот несмотря на тот фон, несмотря на все эти проблемы, кстати, вот если вы говорили о выступлениях оппозиции, несмотря на определенную критику, я для себя услышал и положительные вещи. Там в одном из выступлений, насколько я помню, это Аслан Абжани, было сказано, что главная цель оппозиции — это сохранение и укрепление Абхазии. То есть если в этом контексте... Государственности Абхазии. Да, государственности Абхазии. Если в этом контексте рассматривать, то, еще раз говорю, нам необходимо объединить все лучшие силы для преодоления всех этих проблем. Все очень банально и просто. Порядок, последовательное поступательное развитие. Есть прогноз, что к 2025 году мы выйдем на тот уровень развития, который есть как минимум в Южно-федеральном округе Российской Федерации. Вот все просто. Нашим телезрителям напомню, что у нас в гостях сегодня министр экономики Адгур Ардзинба. И мы сегодня говорили о том, каким образом достигнуть самодостаточность и достигнуть с ее помощью и с помощью экономических реформ благосостояния нашего государства. Огромное спасибо вам вот на этой вашей замечательной ноте, что к ближайшему времени, к 2025 году, это, правда, не совсем близко, но мы достигнем определенного уровня, когда уже, наверное, и оппозиционные силы, и сама власть придут к какому-то более-менее такому мирному сосуществованию. И не будет такой резкой критики в адрес друг друга. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы меня пригласили и дали возможность рассказать о некоторых направлениях. И действительно, еще раз говорю, и я в этом убежден, что Абхазия будет высоко развитым государством. У нас для этого есть абсолютно все. И экономическая, и активная часть населения, и соответствующие ресурсы, и соответствующая географическая и климатическая привлекательность. Осталось только собраться все вместе и начать вместе работать. Еще раз вам спасибо. Вам тоже спасибо. С нашими телезрителями мы попрощаемся. Всего доброго, будьте здоровы.